所以是我是提姆里呼叫长久的看学到传授，传授。 Вот так состоялась первая встреча подростков из будущего Тимура и Алайга с мудрым старцем из средневековой Ингушетии. Главный герой Тимур очень мечтал переместиться в прошлое своих предков. Помог ему в этом главный атрибут мужской национальной черкесский – кинжал. И вот, заснув однажды, вместе с братом просыпаются в седой древности, где и начинается их знакомство с бытом и жизнью ингушей 300-летней давности. Вон. Нет, сюда, ко мне ближе. Голос, движение рук, кивание головой. В передаче характера своего героя важна каждая деталь. Спектакль поставлен по фантастической повести Бориса Шадыжева «В седой древности». Переводом на ингушский занимался Руслан Зангиев. Актеры намерены представить его на втором международном фестивале театра кукол в городе Чебоксары. Режиссер-постановщик Лейла Хадзиева работать над этим проектом начали еще в 2020 году. Порядка 3 месяцев понадобилось, чтобы довести каждый эпизод до идеала. Очень тщательно подходили к подбору репертуара в этом году. Нам хотелось бы познакомить российского зрителя с нашими историческими, национальными обычаями, традициями, которые мы сегодня пропагандируем в каждом спектакле. Главная мысль спектакля – передать подрастающему поколению всю ценность традиций и обычаев, и как важно их пронести в лучшем их проявлении в последующие века. Роль ингушского старца-наставника в этой постановке играет Магомед Абиев, заслуженный артист Ингушетии. Признается, играя такую глубокую и мудрую роль, чувствует на себе большую ответственность. Когда выпускается спектакль, готовятся куклы. И каждую куклу как бы индивидуально готовят под актера, под его роль. И когда ты берешь куклу в руки, ты чувствуешь, твоя роль, не твоя роль. Но сыграть наших мудрых стариков для меня большая честь, конечно. Именно в такие спектакли, такие книжки, повести, но должны выпускаться. В повести есть и юмор, лирика. Младший из братьев Алайк становится участником важной миссии – воссоединения влюбленных. Но прежде их спасают от отрицательного героя, обеспеченного Гойтака. А помогает Алайгу добрая сестра злодея Гассаш. Так, все, пройди. Так. Ай, Гассаш! Да? Да. Ну, в книге легко там они справлялись с ними, а вживую это показать сложно, потому что еще и вот одежда другая у них, там, они спрашивают постоянно, мучат «хочу киян», а у них же одежда молодая, там джинсы, футболка, кепка. Всего в спектакле занято 11 актеров. Костюмы, куклы и декорации созданы художником-постановщиком Андреем Лукомским. Они сшиты один в один с исконно ингушскими национальными черкесками. Лейла Хадзиева делится. Прежде всего, посредством постановки пытается донести, что дети современности и средневековья могут отличаться одеждой, но не поступками. Как бы ни менялись времена, неизменными остаются традиции, заложенные предками и передаваемые из поколения в поколение. Хотелось вывести это, вот знаете, такой оригинальный спектакль, в котором будут присутствовать и современная жизнь, да, и жизнь наших предков, в совокупности показать вот красоту наших традиций и обычаев. Репетиции у актеров ТЮЗа начались с первых чисел сентября, сразу после месяца отпуска. Проходят они в старом помещении Минкульта. Это временное пристанище работников ТЮЗа, пока завершается реконструкция родного здания. До этого целый год из-за пандемии у труппы не было возможности собраться полным составом. Сейчас не дождутся открытия родного театра. К этому событию у них уже готовы несколько премьер. И, конечно же, новых встреч со зрителем. Сегодня очень много проходят и спектакли в онлайн, да, в режиме. Честно говоря, я их не смотрю. Мне нужны живые эмоции. Есть, знаете, надежда на то, что это очень скоро пройдет, и аншлаги будут только одни за другими во всех наших театрах, потому что мы все уже скучаем по своему зрителю. Ну а сейчас настал тот момент, когда спектакль не окончен, а только начинается. Впервые за долгое время труппе повезет выступить в формате офлайн. На фестивале в Чебоксарах проведут почти неделю. 15 октября сыграют спектакль «В седой древности» дважды на суд
жюри и для детей с ОВЗ. Также в рамках этой поездки проведут выставку национальных костюмов и культуры Ингушетии. Скучающие по сцене актеры в один голос заявляют, своей готовности уверены на все 100%. Диана Дударова, Акрамат Дасхоев. Новости 24.